Асептический некроз костной ткани в переводе означает омертвление. С таким страшным диагнозом очень частые обращения в поздних стадиях. Здравствуйте, дорогие наши посетители, слушатели нашего подкаста «Таргерден Биркениш». Один совет от доктора. Сегодняшняя наша тема – один из самых популярных, один из самых опасных болезней, которые встречаются у нас, особенно в последние несколько лет, аваскулярный некроз или по-другому асептический некроз. Сегодня мы в гостях у ортопеда-травматолога, опытного врача Талая Снелича Шералиева. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы сначала вас поблагодарить за уделенное время и донести некоторые информации, некоторые наши рекомендации до наших зрителей, до наших слушателей, для нашего населения. Спасибо большое, что согласились на интервью. Скажите, пожалуйста, о чем сегодня пойдет речь? Сегодня очень актуальная тема – асептический некроз костной ткани, костей. Вообще при таком диагнозе вопрос всегда, скажем, населения встает, что же это такое и почему это заболевание достаточно такое страшное, да? Некроз – это в переводе означает омертвление. То есть то же самое может быть некроз кожи, некроз там других тканей. Это то же самое, что омертвление от тканей идет. И в переводе асептический некроз или аваскулярный некроз, еще один синоним этого диагноза, идет омертвление костной ткани. Они могут локализоваться в разных частях нашего организма. Это может быть костей там, буквально любой локализации, то есть находиться условно там бедренной кости, там голени кости большеберцовых, малоберцовых, плеча, там другого, любой локализации в принципе. Но наиболее частое расположение именно асептического некроза очень часто идет по статистике именно к головке бедренной кости, что, к сожалению, приходится пациенты очень многие приходят уже с таким страшным диагнозом, уже очень частые обращения в поздних стадиях. Почему и мы как раз обсуждение темы, на какую же тему все-таки рассказать. Одна из актуальных тем это был асептический некроз, и может быть этим, скажем, этим видео, этим обращением мы нашему части населения поможем, чтобы обращаемость была вовремя и смогли мы сохранить свои суставы, свои кости для того, чтобы не прийти в стадиях исхода и не прийти на замену сустава или на замену полностью кости. Мы об этом еще подробно расскажем по ходу этого видео, конечно же, но вот об этом хотели как раз и рассказать. Спасибо большое. Значит, я вас знаю как эндопротезиста, то есть человека, который занимается заменой суставов. Соответственно, чтобы не донести до этого уровня, чтобы не было операции, чтобы не было замены сустава, вы хотите донести до населения, чтобы люди обращались в начальных стадиях асептического некроза, чтобы это можно было предотвратить, верно? Совершенно верно. Если пациенты обращаются при аваскулярном некрозе головки бедренной кости или другой локализации в стадиях там, первого, второго, может быть и до третьей степени, возможно еще консервативно лечить, помочь пациенту сохранить свои кости, свои суставы. При этих стадиях как раз кость еще полностью не разрушена и есть возможность сохранить препаратами специальными или же другими манипуляциями, но самое главное сохранить свой сустав, свою кость. При стадиях уже 4 или 5 степени, к сожалению, приходится только на замену сустава. А с чем это связано? Что является причиной аваскулярного некроза? Точного такого определения причины пока неизвестно, к сожалению, но есть несколько теорий, почему возникает все-таки эта болезнь. Можно будет взять
из статистики, почему именно аваскулярный некроз стал таким актуальным в последние вот пару лет, как вы вначале сказали, да, потому что у нас очень много таких обсуждаемых именно этой темы касаемой на конференциях, на вот этих вот круглых столах, скажем, собрании в разных учебных центрах именно по поводу аваскулярного некроза, так как это напрямую связано с системными заболеваниями, гормональными терапиями, и как раз при этом именно обсуждаемость выросла уже после именно всем известными о COVID-19. Как раз она имела такой толчок, в связи с чем именно после 2019 года, с 2020 года, условно, да, с конца 2019, аваскулярный некроз по статистике, по замене суставов почти во всем мире стал причиной первостепенным замены сустава. То есть раньше основной причиной, почему сустав меняли, приходили с артрозами суставов, когда сустав заканчивался, или там с дисплазиями, но по статистике первостепенно стоял всегда идиопатический коксартроз, это называется, это вот с таким диагнозом заменяли сустав, но буквально с 2020 года эта статистика резко поменялась, и асептический некроз стал основной причиной замены тазобедренного сустава именно. В связи с чем эта тема очень часто обсуждаемая во многих конференциях и, скажем, для того, чтобы было как помочь пациентам, как сохранить свой сустав и как уменьшить количество операций с этим диагнозом. Ясно. Правильно ли я вас понял, что замена сустава в последние годы увеличилась за счет асептического некроза, и причина этому это наш COVID-19 и иммунодепрессия или, как сказать, неправильная работа иммунитета за счет приема гормонального препарата, да? Совершенно верно. Как раз я вот недорассказал остальные теории. Вот одна из первых теорий это, скажем, нарушение питания локального. То есть у нас весь организм, скажем, условно питается через кровеносные сосуды, буквально до кончиков там, наших пальцев, там, сеть кровеносных сосудов кровоснабжает и питает наши все органы и ткани, в том числе и костную ткань. COVID-19 по теории свертываемости именно самой крови, то есть по этой теории именно тромбируется сосуд, который кровоснабжает головку и бедренные кости, в связи с чем приходит именно ишемия или же нарушение питания в этой области, постепенно, после чего наступает и омертвление костной ткани. Приходит как раз некроз именно этой локализации. Также следующая теория о том, что почему наступает еще аваскулярный некроз, это прием гормональных препаратов или же наоборот гормональные сбои. То есть даже при отсутствии приема гормональных препаратов, таких системных заболеваний, которые сопровождаются именно свертывающей системой, да, то есть те же самые системные такие, системная красная волчанка, тромбоцитопеническая пурпура или там тот же самый ревматоидный артрит, все вот эти вот системные заболевания, они являются фактором риска. В связи с чем высокий риск именно возникновения асептического некроза у таких пациентов, к сожалению. И при, скажем, болевом синдроме, выраженном определенной локализации, именно в начальных стадиях, к сожалению, именно рентгенологически поставить этот диагноз очень тяжело. И рентгенологически только уже на второй, третьей стадии только ставится. В связи с чем для того, чтобы выявить в начальных стадиях некроз, снимается только магнитно-резонансная томография. Да, это исследование, к сожалению, немножко дорогостоящее, но она необходима при определенных факторах рисках, при выявлении определенных клинических симптомов и
Это одна из самых основных исследований, при которых можно поставить в начальных стадиях этот диагноз. Понятно. Мы уже говорим о диагностике, я так понимаю. Значит, в начальных стадиях это совсем даже незаметно. Да? Человек может жить с этим диагнозом и об этом не знать. Например, на первой стадии, даже если сделать рентген, ничего не видно, ничего не понятно, человек ничего прям сильного не ощущает, может быть, небольшой дискомфорт есть, а когда уже человек начинает ощущать небольшую боль, ограничения, тогда уже вторая стадия или третья стадия. Здесь имеются особенности. Конечно же, наш организм уникален. Уникален тем, что не у всех протекает одинаково, к сожалению. Да? У кого-то протекает изначально с самого, там, скажем, первой стадии, с самого начала ишемии выраженным болевым синдромом. А у кого-то появляется болевой синдром, как вы сказали, только на второй, третьей стадии, к сожалению. Как раз в этих случаях пациенты уже обращаются со снимками, там, буквально сделали компьютерную томографию, либо магнитно-резонансную томографию, выявили МРТ, там, с таким диагнозом выявили асептический некроз и приходят и уже с разрушенным суставом. Их слова как раз пациентов, то, что они не ощущали совсем боли. Это, конечно же, небольшая часть, но во всех остальных случаях всегда сопровождается болевым синдромом в определенных локализациях. То есть именно какого-то области, именно какой-то части, именно при каких-то нагрузках или что-либо еще. То есть это, опять же, своевременная обращаемость и настороженность врача, который может выявить данное заболевание и вовремя там, направить на диагностику. Понятно. Вот вы сказали, что чаще всего встречается в тазобедренном суставе, да, или головка бедренной кости. Можете, пожалуйста, продемонстрировать, как это происходит и почему именно эта часть чаще всего поражается аваскулярным некрозом? Здесь именно головку бедренной кости, это вот тазовая кость наша, да, как раз именно эта часть в начальных стадиях не участвует в поражении, и в основном это вот как раз это вот макет бедренной кости, и в бедренной кости как раз имеется вот именно головка, то есть кровоснабжение приходит из области вертлужной впадины, это вот наша вот тазовая кость, как раз имеется здесь небольшой имеется вот именно в головке собственная связка самой головки. Через нее проходит кровоснабжение головку бедренной кости. То есть она вот так вот состоит в таком положении, и в этой части как раз отсюда приходится именно кровоснабжение. И при закупоривании этого сосуда, скажем, да, при этой теории, то кровоснабжение как раз некроз идет отсюда как раз. И очень часто вот некроз идет именно либо с верхней части, либо с центра, и идет поражение, ишемия самой ткани, костной ткани, как раз что мы видим на МРТ. Почему именно этот сустав, именно эта локализация, пока, к сожалению, нет такого объяснения, но по статистике, к сожалению, именно частая локализация — это вот головка бедренной кости. Пока это все исследуется в мире, как только будут первые результаты исследований, мы стараемся быть с ногу со временем, читать и активно участвовать в научной сфере. Как мы пишем со своей стороны, научные публикации, научные статьи публикуем в именитых журналах в целом всего мира. Также мы читаем их, скажем, публикации наших коллег, чтобы быть, скажем, ну, одни из первых, кто читает их исследования, их открытия, может быть, да, чтобы мы могли правильно, вовремя помочь нашим пациентам, нашему населению. Отлично, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот на первом месте стоит головка бедренной кости. Что стоит на втором месте? Какая кость на третьем месте? Что еще чаще встречается и что еще нуждается в детальном обследовании?
Так как это заболевание буквально 5 лет всего лишь идет таким прогрессирующим течением, пока еще таких исследований нету, но единственная статистика говорит о том, что есть определенная локализация, которая первостепенно стоит, а остальные локализации могут быть разные. Но чаще всего это всегда же, конечно же, сама бедренная кость, также области коленного сустава, это как раз мыщелки самой бедренной кости, почему-то именно поражается в основном нижней конечности, именно в этой части мыщелки, это мыщелки называются бедренной кости, это составляющая коленного сустава. Иногда бывает локализация и самой голени, то есть именно большеберцовой кости, которая составляет плато коленного сустава, то есть само составляющая коленного сустава, именно в этой части тоже чаще всего обнаруживаются такие аваскулярный некроз костей, в связи с чем приходится лечить нам и консервативно, и оперативно таких пациентов. Понятно. Вы уже сказали насчет лечения. Скажите, пожалуйста, а если человек обращается вовремя, у него нет еще запущенной ситуации, первые стадии, как нужно действовать? Первостепенно, конечно же, если нашли в начальных стадиях, это очень хорошо. Нужно попытаться обратиться именно в соответствующие специалистам, которые занимаются профильно этим заболеванием, и стараться сохранить свой сустав и лечить консервативно. То есть заниматься остеотропной терапией. То есть именно трофика, это то есть питание, да, то есть именно питанием костей. Восстановить в некоторых случаях именно питание в этой части. Есть специальные методы лечения, которые на сегодняшний день имеют эффективность. Пока что, конечно же, сказать, чтобы достаточно высокую, тяжело, но имеют какую-то эффективность, и его процент составляет до 70-75%. Если обращаемость вовремя, то остановить этот некроз и сохранить свой сустав удается. А в остальных случаях, к сожалению, даже при своевременном обращении, но лечении иногда выходит, к сожалению, некроз очень быстро течет, и в связи с чем происходит быстрое течение некроза, сустав полностью разрушается, и приходится идти на замену. Но на сегодняшний день даже 75% это очень хороший результат, конечно же, но, как мы сказали, всего 5 лет активно имеет обращение на эту область по поводу аваскулярного некроза, и идут активные исследования по выявлениям эффективности лечения, консервативного именно, консервативного лечения, при котором как раз это заболевание можно будет предотвратить, сохранить свой сустав и свои кости. Понятно, ну спасибо, что сказали, но, наверное, многим слушателям не будет понятно слово остеотропная терапия. Вы можете расшифровать, что именно вы имеете в виду? Остеотропная терапия – это то есть от синонима от слова трофика, то есть питание костной ткани. Есть специальные медикаменты, которые улучшают питание костной ткани. Это комплекс препаратов, назначается, есть разные группы препаратов, которые назначаются индивидуально. То есть сказать сейчас общие такие какие-то терапии, к сожалению, это может быть мало помочь, и может быть получить нежелательные явления от препарата самого. В связи с чем, я думаю, будет правильно, если мы рассмотрим индивидуально такие терапии, и если пациенты обратятся вовремя, и можем их подлечить. Основные принципы, конечно же, мы можем назвать их. Принцип основного, то, что зависит от самого пациента. Первостепенно при таких выявлениях, при таких случаях, скажем, выявление асептического некроза или аваскулярного некроза, именно разгружаем конечность. То есть разгружаем это пациент, если это нижние конечности, первостепенно переводим на костыли, либо трость. Нагрузки должны быть минимальные. Именно особенно, когда идет остеотропная терапия, чтобы именно
в этой части именно на эту кость не было большой нагрузки, и кровоснабжение было хорошее. Как раз и остальной комплекс уже применяется врачом. Там, конечно же, есть медикаменты, которые длительно принимаются, но есть специальные препараты, которые необходимо вводить внутривенно, при которых, скажем, доставка этого препарата достаточно именно через кровь, именно через внутривенное введение, его биодоступность высокая, и других форм введения этих препаратов, к сожалению, нет. То есть именно таблетированных форм таких нету. Также особенностью таких препаратов является введение таких вот внутривенных капельниц только в стационарах. То есть в условиях стационара, конечно же, имеются и побочные части этих препаратов, но под наблюдением врача, под наблюдением, скажем, реанимационных мероприятий, да, которых будут рядом, можно их избежать и безопасно их ввести. При таких случаях мы, конечно же, пациентам амбулаторно это все вводим, но на пару часов оставляем в стационаре даже после введения. А некоторых даже бывает на одни сутки госпитализируем. Понятно. Товарищ Налич, значит, нету определенного, да, одного или двух препаратов, когда, например, пациент приходит в аптеку и говорит, у меня аваскулярный некроз, дайте мне препарат от этого, и фармацевт дает, вот вам аваскулярный некроз, стоп, пьете 2 раза в день, и все будет отлично. Такого, значит, нет. К большому сожалению, это очень сложное заболевание, при котором, да, приходится индивидуально вести, выбирать некоторые группы препаратов, которые будут безопасны для определенного пациента. Как я сказал, что изначально то, что факторами риска основных являются вот как раз те пациенты, у которых есть системные заболевания, у кого-то плохо функционируют внутренние органы, то есть у кого-то плохо работает почка, или там другая, там, скажем, да, другие органы, в связи с чем нам приходится это все компенсировать. Может быть, некоторые, там, скажем, лечение определенных форм мы подключаем уже смежных узких специальностей, то есть ревматолога, может быть, эндокринолога подключать нужно, может быть, во время именно таких процедур реаниматолога. То есть в этих моментах идет мультидисциплинарный подход. Это когда не специальностей узких стараются лечить именно одно заболевание для ее увеличения эффективности. Мгм. Так что, дорогие слушатели, будьте максимально бдительны, ни в коем случае самостоятельно не лечите, потому что это заболевание непростое, надо подходить, вот как доктор сказал, мультидисциплинарно, то есть не только один доктор должен этим заниматься, а может быть иногда даже привлекаются и ревматологи, и эндокринологи, и еще другие специалисты для того, чтобы выявить и в то же время не навредить этому человеку. Так, допустим, мы не смогли вылечить консервативным путем, или пациент обратился поздно, когда уже васкулярный некроз достиг 4-й стадии, да, или то есть последней стадии, когда уже от костей уже ничего не остается, от сустава ничего не остается. В таких ситуациях что делать? В таких случаях, к сожалению, приходится планово идти на замену суставов или же части костей. Даже в этих случаях, особенно вот последние исследования, мы можем вам дать ссылку на эти исследования. Есть последние, если я не ошибаюсь, либо в 25 году в начале года, либо 24-го, я точно не помню год именно издания этой статьи, но последнее исследование говорит о том, что даже если при асептическом некрозе мы идем на замену сустава, нужна консервативная терапия. Это для того, чтобы даже замененный сустав простоял хорошо, имела хорошую выживаемость, то есть пациенты смогли на нем долго ходить. При асептическом некрозе, при аваскулярном некрозе, частная локализация, как мы сказали, тазобедренный сустав, и при замене тазобедренного сустава именно по диагнозу аваскулярный некроз, к сожалению, было одной из причин
почему-то она расшатывалась, то есть именно освобождалась от кости, хотя имела бесцементную фиксацию, хотя была хорошие эндопротезы с хорошей историей, то есть они достаточно давно использовались, но при том же другом диагнозе, как идиопатический коксартроз, они стояли хорошо. В связи с чем они, Московский институт сделали исследование и выявили одну из тех причин, как при асептическом некрозе, при аваскулярном имеется локальный остеопороз. То есть именно в этой части, особенно когда идет некроз костной ткани в этой части, идет буквально отек, ишемия и проксимального отдела бедренной кости. То есть именно в этой части крепится наш эндопротез, ножка эндопротеза. В этих случаях приходилось так, что ножка освобождалась. В связи с чем сейчас они провели смежные исследования, лечили сначала пациентов консервативно, этот отек снимался, локальный остеопороз устранялся, и только потом планово шли на замену сустава. После чего результаты опять же улучшились, выживаемость эндопротеза, то есть пациенты смогли уйти безопасно от ранних расшатываний. То есть статистику имела лучшие результаты после консервативного лечения. В связи с чем мы, особенно после таких исследований, мы сегодня уже даже на замену сустава подходим комплексно. У нас есть специалисты и по остеотропной терапии. У нас в команде имеются и другие специалисты, которые помогают нам вести консервативно таких пациентов перед операцией, после чего мы идем на операцию теперь уже комплексным подходом, даже при замене сустава подключать, опять же, тот же самый мультидисциплинарный подход для, опять же, хороших результатов нашего лечения. Отлично. Вот, например, если пациент ничего не знает о том, что у него есть аваскулярный некроз или нету, хотя он перенес COVID тяжело, и сейчас он себя чувствует хорошо. Таких людей достаточно много у нас в Кыргызстане, да? И что им вы посоветуете, что сделать? Может быть, для профилактики какие-то исследования надо проводить? Тут именно по поводу COVID-19, ковидом, да, то, что чуть ли у нас, наверное, каждый переболел. К сожалению, мы не сможем каждого пациента вести в такие дорогостоящие исследования, скажем, снимать всем МРТ, да, магнитно-резонансную томографию. Тут, наверное, опять же, при, скажем, появлении клинических проявлений, как болевой синдром или там, скажем, другие клинические симптомы, которые появляются именно кроме локальной боли, то, что небольшой дискомфорт, то, что возникают, да, особенно именно первым дискомфортом беспокойства локального, скажем, некроза тазобедренной области, это небольшой дискомфорт в паху. То есть именно в паху, если у них появляется этот дискомфорт, по ходу, особенно по передней части бедра, это является первыми признаками, скажем, беспокойства сустава, в целом тазобедренного сустава, которым может быть звоночком для обращения к ортопеду или там, скажем, условно, к ревматологу, или, конечно же, лучше всего, если сустав беспокоит, то в первостепенно к ортопеду обращаемость, и, возможно, доктор выявит какие-то другие еще остальные симптомы, после чего будет какое-то показание для снятия МРТ. Но если нет такого показания, конечно же, мы не занимаемся гипердиагностикой, стараемся все назначать по необходимости. Все, значит, не надо всем поголовно делать МРТ. Достаточно просто обратиться по месту жительства к терапевту, и они, если подозревают какие-то изменения, то направят уже к ортопеду. Я отчасти с вами согласен, да, именно своевременная обращаемость, конечно же, может снизить количество операций по поводу таких диагнозов, но, наверное, к ортопеду. То есть к ортопеду, да, сразу же у нас, в принципе, в доступности в нашей стране особенно, да, в доступности врачи, они могут как государственным, так и частным обращаться. Ортопеды, в принципе,
принципе, достаточно. Обратиться, показаться, я думаю, это несложно. При появлении каких-то беспокойств пациент может обратиться по месту жительства в поликлиниках, в основных, что по городу, что в остальных частях, в принципе, они в доступности. Обратиться, если доктор же выявит, опять же, те же самые какие-то, скажем, симптомы, то, конечно же, направит, снимет и, возможно, выявит какие-то, скажем, причины беспокойства и поможет их устранить. Все отлично. Талис Ильич, какие-нибудь советы нашим пациентам, слушателям, если у вас есть, пожалуйста, скажите им напрямую, чтобы они могли в ранних стадиях определить и предотвратить более тяжелые осложнения. Ну, так как мы являемся ортопедами, мы, конечно же, занимаемся не только этим заболеванием, но и в целом опорно-двигательным аппаратом, всеми суставами, которые беспокоят, консервативным, так и оперативным лечением. Но хотелось бы нашему населению рекомендовать своевременную обращаемость. Если есть небольшие беспокойства, можно обратиться, лишний раз проконсультироваться, конечно же, можно для того, чтобы не запустить какое-то заболевание, какое-то начинающие какие-то беспокойства, которые могут сохранить свой сустав и свое здоровье. Вовремя обращаемость – это залог, скажем, хорошего результата именно в начальных стадиях. Любое заболевание, будь это асептический некроз, будь это какие-то другие артрозы, либо какие-то разрывы связок, что-либо еще, вовремя обращаемость в начальных стадиях, конечно же, лечить легче, и основная часть из них в начальных стадиях лечится консервативно. То есть пациенты могут сохранить свой сустав сами с своевременным обращением. Также, конечно же, хотелось бы рекомендовать им подвижный образ жизни, заниматься спортом и ходьбой. Отлично, спасибо большое, Талис Ильич, что согласились на интервью, несмотря на новогодние каникулы, выделили свое время драгоценное и приехали, чтобы просветить наше население, поделиться своим знанием и, конечно же, делать такой вклад в развитие здорового образа жизни Кыргызстана. Вам большое спасибо также за уделенное время и за то, чтобы еще одним каким-то путем донести для нашего населения информирование для того, чтобы и они имели определенный доступ к этим информациям. Спасибо вам большое. Всех с Новым годом. Спасибо, уважаемые слушатели, пациенты. Если вы посмотрели это видео, обязательно поделитесь со своими знакомыми, родителями. Если есть у вас какие-то подозрения, то не надо ждать, никуда не ходите на лечение к народным целителям, к соседям, родственникам, а обращайтесь именно к специалисту, ведь они этому обучались. Если у них будут какие-то сомнения, то за ними стоят команда врачей, профессоры. Так что это самое правильное, самое нужное направление, куда надо двигаться. Обращайтесь только к дипломированным врачам. Всем здоровья! Талал Анатольевич, я совсем забыл, еще думал вначале, вашим зрителям, вашим подписчикам подарить как раз в Новый год, скажем, да, начало Нового года, наши бесплатные консультации до 15 января. Если обратятся через ваш канал, через ваш YouTube канал, либо через ваш Instagram, то мы можем пациентам бесплатно проконсультировать по какому-то заболеванию, либо просто беспокойства, если имеются, то, конечно же, мы их проконсультируем, возможно, и полечим их. Отлично, спасибо большое, Талис Ильич. Это очень щедрый шаг. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Обязательно оставим контакты доктора Талиса Ильича внизу в комментариях, в описании. Приходите, можете пройти консультацию в медицинском центре Кортекс. Да?
Да, все верно. Так же, как обращаемость, конечно же, должна быть обязательно. Вы должны там вначале оповестить о том, что вы от канала Талая Амантуровича, то, что вы пришли, и, конечно же, мы вас бесплатно проконсультируем. Спасибо большое. С Новым годом.